Сәлем достар, XYZ бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін мен қонағым Диас есімді жігіт. Вот вы сами скажите, вот вы когда вы злой, вы в первую очередь думаете о том, чтобы что-нибудь ударить, что-нибудь сломать, да? Что-нибудь дотреснуть. Я увидел просто длинный матершинный текст блока от Алибекова КЗ. Я понял, что вот самый оптимальный вариант – это уехать за 200 километров отсюда и приезжать сюда каждые выходные, например, но при этом будни проводить там, в Астане. Диас, қай тілде сөйлескеніміз жөн болар? Қазақша, орысша, орысша жақсы. ағылшынша сөйлеуге болады. Ағылшынша сөйлеуге тоже болады. Бірақ бір тілді таңдайық. Орысша сөйлейік. Орысша сөйлейік. Ну, добро пожаловать, Диас. Как фамилия? Шигенов. Шигенов. Родом? Родом из Караганды, местный. Ну, сейчас проживаю в городе Астана. Программа наша вообще называется XYZ. Знаешь, это из поколения XYZ. Да. Кому ты относишь себя? Я себя отношу к поколению Y. Мои родители это поколение X, а мои братишки и сестренки тоже поколение Z. Ну, так что получается сейчас будет разговаривать X и с Y. Все, поехали. Диас, вот ты сейчас учишься на кого и на каком курсе? Я обучаюсь в университете КазГЮ. Получается, я на 3-м курсе, обучаюсь в специальности финансовый учет и аудит, но выбрал узкую специализацию в биржевых финансах. А что поспособствовало вот этому выбору? Ну, во-первых, это, скорее всего, влияние современных, то есть требований на рынке труда. Я понял то, что, допустим, сфера банковского дела, она мне не интересна априори, потому что я не хочу сидеть просто в офисе и, допустим, проводить сутки напролет, просто сидя и анализируя бумаги обычные. Я хочу вот работать непосредственно на рынке ценных бумаг, это просто план действий, это как заработать, это как бы интеллектуально развиваешься больше. Вся эта вот атмосфера, вот даже по элементарно, по фильму, может кто-то видел, «Волк с Уолл-стрит», там самые умные ребята в комнате и так далее, они все создают эту атмосферу, вот когда идет нереальный брейншторм. Что такое брейншторм? Это когда ты сидишь и штурмуешь своим мозгом вот этот будущий план. Вот вся эта ситуация побудила во мне интерес вот взять узкую специализацию именно в этой сфере. Ну, по большому счету вообще, то есть ты проанализировал, куда идет мир и выбрал профессию, или все-таки по фильмам, что Нет, видишь? В основном, когда я был более молодым человеком, то есть когда мне было 16-17 лет, по большей части интерес во мне побудил это фильм, так как тогда я еще не был особо компетентен в этой специализации. Какой конкретно фильм? Честно сказать, были 2 фильма, которые побудили во мне интерес. Первый – это «Волк с Уолл-стрит», то есть мне стало интересно вообще, что такое брокер в целом, почему брокер так много зарабатывает и почему у него такая плохая репутация. А второй фильм – это «Расплата». То есть фильм о финансовом консультанте и аудиторе по совместительству. Это такой более боевик жанр, но все равно очень интересная специфика самого фильма. Потом, когда я поступил в университет, на 2-м курсе мне предоставили возможность выбора узкой специализации. То есть как? Мне разрешали выбирать предметы самому. И я взял их исключительно связанные с биржевыми финансами. Так как на тот момент я владел информацией о том, что в Казахстане намереваются открыть международный финансовый центр по стандартам английского права. То есть он будет полностью соответствовать европейским и международным стандартам. И меня побудил интерес вот именно в этой сфере, так как я видел то, что на рынке труда особо квалифицированных людей, они есть, да, но их не так много, как нужно. Я предположил, что, скорее всего, этому центру понадобятся руки и ноги, и я как раз могу приложить усилия в развитии этой сферы в Казахстане, потому что рынок ценных бумаг в Казахстане в целом оставляет желать лучшего. Мы сейчас заговорили о том, что у нас не хватает специалистов хороших именно в этой сфере, да? Но ты выбрал обучение в каком университете? То есть я в КазГЮ выбрал. Да, в КазГЮ, да? То есть ты думаешь, что там тебе много чего научат? Да. Я не думаю, я в этом уверен. Может быть, это прозвучит не столь объективно с моей стороны, так как я студент этого университета, но все же я могу сказать то, что университет реально идет в ногу со временем. Почему? Во-первых, он способствует нашему развитию. Он способствует тем, что он выбивает аккредитацию международного стандарта. Например, аккредитацию ACCA. Что это такое? Это, знаете, это заветная бумага для любого финансиста. То есть условно, ты получаешь диплом о том, что ты специалист, а еще есть, вот, допустим, ACCA, который подтверждает твою квалификацию на международном уровне.
Мой университет выбил эту аккредитацию, и ты можешь закрыть 9 из 15 экзаменов у нас в университете. Остальные 6 остаются за тобой. То есть ты можешь их сам закрыть, но за это ты будешь платить. Но первые 9 ты бесплатно сдаешь. Получается, они способствуют этому. И там есть непосредственно специализация вот, в биржевых финансах. И университет полностью способствует тому, чтобы мы развивались в этой отрасли, приглашая преподавателей, которые имеют опыт в этом. То есть какой опыт? Кто-то обучался в лучших английских университетах, таких как университет Уорика, Кембридж, например, Манчестерский университет. Приглашает специалистов, которые непосредственно работают в этой сфере. Например, у нас есть человек, который работает в нацкомпании и по совместительству преподает нам. Есть люди, которые совмещают, вот, у них есть своя работа, есть вот такой вот, скажем, заработок или это отплата вот этого социального долга перед обществом. Они хотят развить эту отрасль, поэтому они нас обучают. И я вижу очень компетентных специалистов. Классно. Сейчас на каникулах. Чем занимаемся? Ну, вообще на каникулах я занимаюсь тем, что я сейчас работаю в городе Караганда. Работаю тем, что преподаю молодым людям, студентам. Ты преподаешь, за деньги, да? Да. Ты зарабатываешь, да? Да, зарабатываю. Наша программа сейчас, мы снимаем эту программу буквально недавно. Мы стали свидетелями убийства средь бела дня в Алмате, Денис Тен. Кто убийца? Сейчас предварительно, да, мы видим, что это молодой человек, казах. Которого, не знаю, что побудило, он снимал вот эти зеркала и пырнул ножом. Наверное, и не знал, скорее всего, что это Денис Тен. Да. В чем проблема? Какие проблемы обнажила вот эта вот ситуация? Вообще, знаете, щекотливый вопрос, так как со вчерашнего дня, с даты смерти уважаемого Дениса Тена, весь интернет кипит, бурлит, все, кому не лень, высказывают свое мнение на этот счет. Кто-то предпочитает винить в этом всю правовую систему Республики Казахстан, кто-то предпочитает говорить о том, что это проблема менталитета, и кто-то, есть третий лагерь, который просто молчит, держит нейтралитет в этом вопросе. Я, скорее всего, буду приверженцем третьего лагеря, так как я не хочу осуждать кого-либо, так как мы не знаем, что побудило человека на это, и мы не знаем всех обстоятельств. То есть люди, что соответствует нашему обществу? Это, во-первых, наше общество, оно сильно зависит от ситуации, от ситуативности. То есть, например, если бы это произошло с каким-то любым другим человеком, то это была бы совершенно другая реакция. Это как фигура значимая для казахстанского спорта. Вообще, давай вот это возьмем. Я специально задал вопрос, чем ты занимаешься летом, ты зарабатываешь. Да. Этот молодой человек, он зарабатывает таким незаконным путем. Да, давайте уберем, что было убийство. Да. Он просто крал. Вот так посмотришь, вроде молодой, все у него хорошо со здоровьем вроде бы. Он мог бы как минимум грузчиком, не знаю, или еще чем-то быть. В чем проблема заключается здесь? Здесь, скорее всего, стоит проблема в том, что, по сути, давайте разберем, что такое зарабатывать, да? Что такое зарплата. Зарплата — это непосредственно прямая оплата твоих мозговых и, то есть, физических способностей. То есть это адекватная цена за твои способности. Получается, молодой человек не нашел себе места, где он может самореализоваться, кроме как воровать. Да? Не мне его осуждать, я не знаю все его жизненные истории, но при любом раскладе он мог выбрать другой путь. То есть он мог бы зарабатывать каким-то более честным способом. Например, устроиться тем же самым грузчиком, не знаю, на крайняк повысить свою квалификацию в чем-то. В чем проблема? Он не догадался или не было человека, который скажет или покажет ему путь? Скорее всего, я считаю, что это была проблема в том, что человек, он сам не знал этого. Знаете, человек, он просто сам не пришел к этому. Даже если у него был бы рядом человек, который говорил бы ему об этом, на этот счет мне хочется сказать, в школьные годы нам часто рассказывали историю. Пришел один раз Кожахмет Яссауи, великая значимая фигура в истории Казахстана. Как-то раз у него были два ученика, и отец одного из них приходит и говорит: почему мой сын знает хуже другого мальчика? В тот момент он сказал, Кожахмет Яссауи сказал: я преподаю им одинаково. То есть это вопрос того, как они сами это воспринимают. То есть я к чему веду? Я веду к тому, что даже если бы рядом был бы человек, который ему бы это говорил бы, не факт то, чтобы он это захотел бы принять. То есть мне кажется, это проблема в нем самом. Он не видел другого способа, кроме как воровать.
Ну, как ты думаешь, это проблема именно вот этого молодого человека или же вот какого-то конкретного возраста проблема? Или какой-то вообще- конкретной области, там, региона? Вообще все, ну, в этом случае стоит сказать то, что это проблема его самого. Я не могу винить возраст, так как многие могли бы сказать, да, может быть, это издержки вот этих вот эффектов 90-х, когда все занимались рэкетом, бутлегерством, там, не знаю, всеми незаконными способами заработка. Но это время давно ушло. Даже вот люди, которые нас встретили это время, они уже сейчас в таком возрасте преклонном, то что они не хотят этим заниматься. Мне кажется, это больше проблема его окружения, то есть непосредственно его окружения. Значит, вокруг него люди занимались только этим. Парень просто условно вырос на улице, условно. То есть как это? Это не физически то, что он там на улице только рос, это только вот по понятиям улиц, вот этим вот. Знаете, вот сейчас вот среди молодежи модно, вот, когда говорят, мол, да я там этого ударил, да я его опрокинул, там, я с ним это сделал, я с ним то сделал. Ну, чем ты гордишься? Ну, даже вот даже в животном мире, когда, не знаю, лев убивает другого льва или бьет его, он не кричит об этом самкам. То есть вот то же самое. Вот. Зачем человек гордится тем, что по сути неправильно? И вот Мы можем искоренить это. мы можем это искоренить тем, что мы можем переправить вот эту вот, знаете, вот эта вся жестокость, вся вот эта вот, как бы сказать, все эти действия происходят от энергетики. Вот эта энергетика, она внутри человека. Ее просто нужно направить в правильное русло. Вот помочь самореализоваться человеку. Когда вот человеку некуда выплеснуть эмоции, вот вы сами вот скажите, вот вы, когда вы злой, вы в первую очередь думаете о том, чтобы что-нибудь ударить, что-нибудь сломать, да, что-нибудь дотреснуть. Вот эту вот всю энергетику нужно переводить в более нужное русло. То есть проблема в этом. Проблема в том, что людям нужно способствовать в том, чтобы направлять их вот куда выплеснуть вот это вот Ну, то есть негатив. все-таки нужен какой-то наставник, да? Да, наставник или хотя бы один человек вот в окружении. Я не прошу индивидуально каждому человеку по наставнику, но хотя Ну, бы. правильно, да. А как ты вот относишься к слову такое, есть такое слово интеллигенция? Интеллигенция? Да. Есть она у нас? Есть оно. Оно всегда было. В истории Казахстана фигурирует казахстанская интеллигенция. То есть Допустим, у казахская нас интеллигенция. можем мы сказать, вот кто интеллигенция у нас? На данный момент интеллигенцией являются такие люди, как Олжас Сүлейменов, например, Тухтар Албакиров, непосредственно. Я бы сказал, многие профессорско-преподавательский состав, потому что я по сей день уважаю профессию преподавателя, то есть в высших учебных заведениях. Я считаю, что они являются интеллигенцией. А молодежь слушает их? Мне кажется, они их не знают даже. Нет, Вот эти смотрите. вышеперечисленные фамилии, мне кажется, они просто не знают. Ну, Олжас Сүлейменова должен знать каждый. Но он тоже неоднозначная личность. Он неоднозначно лично, да, он часто противоречит сам себе там, и так далее. Ну, много, да. Да, но все равно он остается интеллигенцией, так как он приложил усилия в развитии Казахстана. Именно вот своим движением давай я Невада. поменяю тогда формулировку. Opinion leader. Opinion leader? Да. Они и есть opinion leader. Потому что интеллигенция, мне кажется, все равно мы по-другому поняли. Вот и ты знаете, вот фраза opinion leader, да? То есть, как бы, если ее дословно перевести на русский язык, это как бы лидер мнений, да, вот допустим. Это тот в человек, нашем который обществе. делится своим мнением, и многие с ним соглашаются, да? Мгм. Я бы не сказал, что они являются личностями, с которыми сейчас многие сейчас согласятся. Ну вот, я говорю, у нас есть opinion leader. Вот это в том плане, что, я же говорю, наставник, то есть нужен типа наставника. А вот здесь это, Знаете, скорее всего, это opinion leader. Сейчас вот в качестве opinion leader больше выступают известные личности, скажем, на просторах Инстаграма, YouTube-канала, Ну вот. например, блогеры. Чаще всего замечаю то, что вот мое поколение, вот я сам, честно, не подписан на таких людей, как, там, допустим, Рашев, Кудайберген, Кайрат, там, не знаю, кто еще есть, Алибеков, Кизет, да? Но я часто вижу репосты, скрины из их вот мнений, да? Вот просто вот Чьего поколения? Y или Y, поколение Y, мое поколение. Они считают то, что во многих аспектах, то есть во многих вопросах те люди являются правыми, то есть которых я перечислил. И они полностью поддерживают их. Я не знаю почему, но они вызывают какой-то вот, знаете, они привлекают молодежь тем, что они вот не стесняясь выражать свое мнение. Например, вчера Денис Тен скончался, я увидел просто длинный матершинный текст, блог от Алибекова Кизет. Ну, человек, который, по идее, всегда до этого говорил о том, что молодежь должна быть такой, молодежь должна быть сякой, то есть она должна быть более культурной. Вчера он некультурно выразился в огромном посте, который осветил на весь простор интернета. То есть специфично.
после вот смерти Тена, получается, в соцсетях и вообще в обществе стали разговаривать, вот такого плана разговоры, надо уезжать отсюда. То есть не меняется общество, не меняется страна. Да. Знаете, самый легкий способ решить проблему, по мнению многих, это просто ее проигнорировать. Избежать ее. То есть они хотят этим самым, не разгребая последствий, просто предотвратить проблему. Но это, в людях это побуждает индивидуализм. Каждый считает то, что вот мне должно быть комфортно, а обществу нет. Ну вот они решают, вот я уеду, я от этого всего откоренюсь, отстранюсь, и все будет нормально. А там будь что будет, люди как-нибудь сами сообразят. То есть это неправильно, мне кажется, потому что если мы не решим эту проблему, то есть в чем суть смен поколений? Суть смен поколений в том, чтобы мы не оставили тех плохих вещей, которые мы сами видели для следующего поколения. Но люди этого не понимают, нет вот этого чувства социальной ответственности. А когда оно есть, человек начинает осуждать. То есть ему говорят, мол, ты что, дурак? Или ты не видишь, вот что здесь происходит? Свали отсюда, уедь там работать официантом, не знаю, куда-нибудь там в западную страну, зарабатывай свои $1500–2000 в месяц и живи себе спокойно. Но они не понимают то, что человек мог бы отработать здесь в другой отрасли, развить ее, еще решить какую-нибудь проблему глобальную. Диас, можешь на чистоту правду сказать? У тебя есть все-таки вот какое-то желание уехать, вот ты закончишь, и вот на работу, не знаю, временно, может быть, ну, уехать со стороны? Да, скрывать не буду. У меня есть мысли о том, чтобы взять магистратуру, то есть мастер's degree за границей, отработать в этой сфере определенный срок, там, скажем, 2-3 года, там как получится, может даже больше, и вернуться. Почему? Потому что я знаю то, что если я приеду сюда, я могу поделиться тем, что я получил оттуда. Я могу эту отрасль развить, и при этом это будет положительно сказываться не только на мне, то есть не на моем материальном состоянии, а на всех. Но ты хочешь на платную магистратуру поступить? Нет, я хочу уехать на бесплатную магистратуру. Если Булашак ты имеешь в виду, то ты не можешь там отработать же 3 года. Видите, если я еду по Булашаку, я должен возвращаться моментально после завершения обучения. Вот. А если я еду по другим программам, то я могу отработать там и вернуться. Но ты будешь искать другие программы. Да. Значит, получается, программа Булашак все-таки как-то неудобная, неуклюжая. Нет, она практичная, она удобная. Я бы так сказал, каждый имеет шанс поступить и получать достойные деньги на образование, покрываются практически все виды расходов. Но видите, в чем нюанс? Я вообще сам человек, который не любит, когда меня в чем-то сковывают. И вот Булашак откровенно меня будет сковывать в том, что я должен буду вернуться. В любом случае, я должен буду отработать. А те программы, которые я сейчас ищу, они говорят о том, что ты не обязательно должен отрабатывать. Я уже ездил по одной такой программе, с меня ничего не требовали. Как у тебя с соцсетями? Активный? Активный юзер, да. В Инстаграме сижу часто и по сути все. Инстаграм и Фейсбук местами и все. Вот ты на 3-м курсе, ты считаешь себя успешным человеком сейчас? Или еще рано об этом судить? Успех понятие, оно достижимое. Что на ум пришло сразу, когда я спросил? Я еще не считаю себя успешным. Не считаю. А что для тебя провал, фейл? Фейл? Самый большой провал для меня — это когда ты начинаешь разочаровывать. Ты начинаешь разочаровывать не самого себя в первую очередь, потому что люди чаще всего сами в себе разочаровываются. А когда ты начинаешь разочаровывать тех людей, которые до конца в тебя верили. Хорошо, а дальше? Разочаровал? Это самый большой провал для меня. Дальше нужно работать над тем, чтобы вернуть свою репутацию. Все-таки исправляться, да? Да. Диас, ты сам уроженец Караганды, учился в школе здесь, Да. Сейчас учишься в Астане. Да. Причина, почему бы не учиться здесь? Причина довольно банальна. Как и многие ребята, которые уезжают, допустим, из таких городов, которые не имеют республиканского административного статуса, просто самореализоваться. Я понял то, что самый оптимальный вариант — это уехать за 200 километров отсюда и приезжать сюда каждые выходные, например, но при этом будни проводить там, в Астане. А как ты думаешь, вот такие города, допустим, да, как Караганда, Кокшетау, Павлодар,
Ну, там же тоже есть молодежь, они тоже хотят там уехать, выехать. Но у кого-то нету средств или там возможностей, ну, не могут. Или и физически это невозможно, как бы. А как быть им вообще это? В плане совета. В плане совета? Потому что сейчас как раз период у нас, когда абитуриенты сдают свои документы, они решают, куда поступать. Вот в этом ключе. Ну, в первую очередь, я хочу посоветовать вот непосредственно абитуриентам. Если так получилось, что ты остался в своем городе, ты не должен себя в этом упрекать. То есть это не есть проблема. Ты должен выжать максимум из того, что ты имеешь. Когда человек, он разочаровывается, там, допустим, его планы не свершились и так далее, он начинает загонять себя в какую-то депрессию, стресс и так далее. Я прошу их избегать этого. Я хочу, чтобы они настоятельно, вот рекомендуем точнее, вот если вы остались в городе, выжимайте максимум. Вот представьте, что, допустим, вот есть такое выражение «life give you lemons», да, and make from it lemonade. Допустим, говорят, вот жизнь дает тебе лимон, а ты делай из него лимонад. Делайте точно так же. Вот вам дали лимон, вот горечь вот эту вот, возьмите, выжмите его и сделайте сладкий лимонад из него. То есть реализуйтесь непосредственно в своем городе. Да, это может быть тяжелее, чем в других регионах, ну, допустим, вот этих крупных городах, но все же это возможно. Просто если так судить, допустим, пример тот же самый, Великобритании, да, пример США. По сути, в Великобритании Лондон это и есть самый большой город, второй идет Бирмингем, да, но есть ребята, которые остаются в таких маленьких городах, как, например, Уорик, допустим, Кембридж и так далее, с населениями в 30 тысяч, 40 тысяч человек. Но они реализуются там, это не проблема. Видите, в чем суть? Классно. Все, надеемся, наши абитуриенты возьмут вычерпнут вот с этого разговора много чего и выжмут свой лимонад с этого лимона, такого кислого. Все, спасибо, Диас, за то, что согласился прийти в нашу программу. Надеемся, мы будем видеть тебя там на биржах. Спасибо. Все. Вам всего доброго, до новых встреч. До свидания.